Я тоже хочу пригласить всех на открытие IT-клуба. Робот iTik приветствует собравшихся на открытии Центра цифрового образования IT-Куб. На базе первого лицея Сунжи развернулась одна из креативнейших новых моделей дополнительного образования – территория творчества, изобретательности и сотрудничества. В этих помещениях созданы условия для инновационного обучения каждого ребенка, каких не было до сих пор в республике. И вот сейчас перерезанием ленточки торжественно открывают центр. Программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, программирование на языках Java и Python, мобильная разработка виртуальной реальности. Обучаясь по этим 6 направлениям, дети будут тестировать, разрабатывать и внедрять инновационные технологии и идеи. В последнее время очень востребованы такие IT-специальности, как программист, именно на языке Python. На языке Java мобильные приложения также очень пользуются популярностью, поэтому человек, который пройдет обучение в нашем центре в течение 2 лет, он сможет получить специальность, которая будет востребована на рынке труда именно в IT-сфере. Центр IT-Куб создан благодаря программе «Цифровая образовательная среда» нацпроекта образования. В этих 5 учебных классах размещено оборудование на сумму 20 миллионов рублей. Министерством образования Республики Ингушетия своевременно была подана заявка на получение субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта образования. И данный проект имеет цель формирования людей, обладающими навыками цифровых технологий, которые в дальнейшем, разумеется, будут работать в различных отраслях народного хозяйства, занимать достойную роль в технологической элите нашей страны и внесет существенный вклад в развитие национального хозяйства нашего, как нашей республики, так и страны в целом. Миссия IT-Куба и состоит в том, чтобы взрастить новых высококвалифицированных инженеров и гениев, проектировщиков, специалистов, востребованных в крупной промышленной сфере. Итак, что такое IT-Куб? Это центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. Возможностей для юных и целеустремленных много. Например, все мы в детстве мечтали создать своего собственного робота, дать ему имя и управлять им. Здесь мечта трансформируется в цель. Создать робота, написать программный код, чтобы он понимал команды. Этому учат на первых этапах. Учащиеся в восторге. Развиваться нейросети, код будущего, самый профессии. С появлением высокотехнологичного оборудования в центре стал функционировать и лицей Яндекс. Это бесплатное двухгодичное образовательное пространство, где молодежь 13-18 лет учатся современным языкам программирования и погружаются в промышленную разработку. Они знакомятся с разными IT-направлениями, получают практические навыки, изучают машинное обучение, разрабатывают чат-боты, игры и другие продукты. Чтобы попасть в Яндекс.Лицей, необходимо подать заявку на сайте и успешно пройти отбор. Для прохождения отбора на специализации необходимо иметь базовые знания программирования. Для того, чтобы могли подготовиться, на сайте представлены материалы прошлых лет. Так, обучающийся, используя материалы, может повторить свой пройденный курс и подготовиться. Также набор на онлайн-курс будет до середины сентября 2023 года, офлайн-курс будет до конца сентября этого года. Планируется, что к 2024 году будет создано не менее 340 таких центров по всей стране с охватом около 136 тысяч детей. А в этом IT-Кубе будут проходить обучение ежегодно до 800 учащихся. Адам Мережков, Джамалил Султыгов, Новости 24.